Чем юность хороша? Мы ищем себя. Почему-то великие произведения, они именно написаны про поиск себя, да? Стремление к 100 баллам ваших учеников – это уже большой такой путь. Это бойцы. Ну, олимпийцы они. Если у вас свой вот этот спортивный интерес, то Человек же, он все равно очень верит в чудо. И это приравнивается у многих к 100 баллам, действительно. Так шучу, что потом это остается. Я видела, когда листаю тетради, они пишут на обложках, там мои какие-то цитаты. Стручкова Айна Михайловна родилась и выросла в селе Кустур Эвено-Бытантайского улуса. В 2000 году окончила филологический факультет ЕГУ. После окончания проработала в родном селе. 10 лет в физико-техническом лицее имени Владимира Петровича Ларионова. С 2015 года работает учителем русского языка и литературы в Якутском городском лицее. За время работы в лицее подготовила 400 бальников. В 2016, 2017 и 2023 году 2 100-бальника по русскому языку и литературе. Учитель высшей категории Якутского городского лицея. Отличник Республики Саха-Якутия. Методист Республики. Почетный работник сферы образования Российской Федерации. Общий педагогический стаж 23 года. Айна Михайловна, добрый день. Здравствуйте. Примите еще раз поздравления Спасибо. с таким прекрасным событием. 2 100-бальника в республике. О нас пишут в России. И за всем этим стоит учитель русского языка и литературы, которая, в принципе, тоже знакома якутскому телевидению. Вы здесь не частый гость. Да. И пару раз даже, по-моему, у нас вели рубрику Да, о книгах. о книгах. Мгм. Тогда и сейчас, я помню, вы говорили о том, что внезапно проснулась популярной и известной. Да. И сейчас то же самое. Ну вот у нас же, получается, есть такое определение категории знаменитости. Знаменитый, талантливый и знаменитый в узких кругах. Ну вот это как ирония, да? Ну вот я знаменита в узких кругах. Вот. Но каждый учитель должен пройти через огонь, воду и вот это медные трубы. Вот и теперь я это поняла, потому что когда началась массовая рассылка вот через телефон, когда я получаю так Мессенджеры, много, да. и когда моя фотография там все оживила, все полумертвые группы, это все было, конечно, очень. Но я очень гиперскромный человек, меня это напрягало. Вот. Но когда я стала об этом говорить, моя знакомая, она сказала: Айна, успокойся, потому что народ за тебя радуется. Когда радуется, ты должна успокоиться. Ну вот я и успокоилась. Но было неожиданно, да, что ваше имя, ваша фотография. Да, это было очень-очень, как-то неудобно даже, да, потому что нас воспитывали, мы застали частичку советского воспитания, и нас воспитывали, что неприятно хвалить, расхваливать ребенка. Это не этично, это может скружить ему голову, делать какое-то, наоборот, плохое, отрицательное. Поэтому я не привыкла к похвале. Не привыкла к тому, чтобы меня там, не знаю, какой-то великой изображали. Вот. И поэтому мне было сперва неуютно. Но когда вот, получается, ты все равно очень много-много-много раз об этом пишут, значит, это новости, как-то стало адекватнее, все это переосмысливаешь, и потом радуешься за детей. Это прежде всего, конечно, детский труд. Вы сказали то, что не любите похвалу. А сами щедры на похвалу? Я тоже очень скупа, оказывается. Очень скупа, потому что чисто в якутских семьях обычно стараются ребенка не хвалить. Это как бы даже как оберег, как талисман. Вот. Но если по-якутски дословно перевести, не надо хвалить ребенка, иначе там как-то его заденешь или там, не знаю, что-то сделаешь плохое ему, навредишь. Да? Вот. И очень мы скупы на похвалы. Поэтому, когда я замечаю, и когда я прочитала очень много-много книг умных, специальных, я поняла, что надо все-таки хвалить. И в последнее время я замечаю, что я стала больше хвалить, и они очень искренние похвалу. Дети как-то очень восторженно принимают и начинают тоже радоваться.
И своего ребенка тоже я стараюсь часто хвалить. Вот, как-то я прочитала все это, осмысленно и как-то себя переделала, возможно. Мгм. Вот. А когда вы услышали вот это столь радостное событие, когда пришли результаты, ваши действия в первую очередь? Но это такая предыстория. Предыстория, что они сперва идут результаты в личные кабинеты учащихся. То есть и официально подтвержденные протоколы, они приходят в школы, в город Якутск, в республику только где-то по московскому времени, у нас где-то это в обед, после обеда. А к детям пришли ночью, под утро. И вот я как узнала, я сижу в московских вот этих группах, узнала, что к ним приходят результаты, я тут же написала в свои группы, а их у меня несколько, то есть это группа 90+, но это 90+ баллы, это вот именно те дети, которых я надеялась, что они все-таки мне кто-то напишет на 100 баллов. Вот. Которые вы готовили? Да, которых я готовила, отобрала и готовила систематически. Вот, и попросила посмотреть личные кабинеты, проверить. Вот. И так раз, сообщение, 97, 92, 95. И такая, И вдруг, и очень скромно девочка, у меня 100 баллов. И я такая, ой, и такая искренне обрадовалась по литературе. Потом по русскому языку, думаю, так же, как, да, 2 раза. И опять 97, 92, 95. Хорошо, но все уже, нет уже никого. И я тоже девочка такая скромная, она такая, у меня 100 баллов. И отсканировала и отправила фотографию личного кабинета. И я такая, не может быть! И чуть не заплакала, потому что я так обрадовалась за нее. И это обычная многодетная семья, и каждый балл на счету — бюджетное место. Я именно обрадовалась с нравственных сторон. Вот. А так, это же все-таки так же, как и ярмарка тщеславия. Мне не хотелось, чтобы мне говорили, вот она там, не знаю, какая-то корона и прочее. Все-таки это проверка. И мне кажется, я эту проверку чуть-чуть прохожу. 3 дня гудел мой телефон. Вот. И писали все, и знакомые, и все, и все радовались. Мне очень интересно, я сама обрадовалась, потому что я кому-то от этого стало лучше. Я хочу вспомнить один момент. Была приглашена в лицей физико-технический, и там было чествование учителей 1 сентября. Заходили все учителя, и особенно ярко, громко, с любовью встречали вас. Я тогда заметила, что старшеклассники громко называли ваше имя, да, и прям вы так скромно, да, прошли по этой дорожке со цветами. И это действительно было очень приятно слышать, видеть, и то, что дети вас любят. А как вы устанавливаете вот эту связь с ребенком, потому что дети сегодня другие пошли, внимание удержать очень сложно. И, как говорят гости, которые постоянно сидят, приходят в эту студию, рассказывают о своем пути, да, они говорят, что повлияли люди именно со школьной скамьи. Да? Вы, наверное, тоже, да, каждый год, каждый день прилагаете свои усилия, чтобы хотя бы один ребенок прошел по этому пути, проявился и полюбил литературу. Знаете, иногда, когда обычно на День учителя всем пишут, там, вы самый лучший учитель, мы вас любим, это всем пишут, да, я особенно от этого у меня голова не кружится, но я все-таки поняла, что дети не любят фальшь, они очень четко и тонко чувствуют правду, искренность. И когда ты либо заигрывание твои, либо когда ты на самом деле, то есть говоришь, что думаешь, да, и не лицемеришь при этом, то они очень быстро сканируют. Во-вторых, современные дети, они же очень любят юмор.
Я иногда очень шучу, но дозированно шучу, и так шучу, что потом это остается. Я видела, когда листаю тетрадь, они пишут на обложках, там мои какие-то цитаты, расходятся на мои цитаты, что ли. Вот. Это будет, может быть, черный юмор, может быть, какой-то, да. Вот. И разряжаем мы так обстановку на уроках. А так, если говорить про человека, действительно, но в детстве я родилась вот чуть ли не на краю земли, на севере, там, где, собственно, вообще маленькая школа, маленькая деревня, и в многодетной семье. И вот моя бабушка, она была неграмотна, она очень любила сериалы. И вот с детства она меня просила быть переводчицей. Я сидела, переводила, иногда где-то даже сама, возможно, где-то сценарий перекраивала по-своему и, в общем-то, рассказывала. И там были в 90-е начался вот этот многочисленные эти сериалы. «Рабыня Изаура», да. вот это все пошло. И вот бабушка любила, ну, где-то ей было уже в пожилом возрасте, я ей любила читать газеты, вслух выразительно, да, с дикцией. Иногда копировала дикцию вот этих всех ведущих, торжественно читала, вплоть до некролог там еще или что, ну все в общем. Вот, бабушка, вот мы любили. И сериалы вот я проводила, я помню. Ну, может быть, она и догадывалась, но она видела, что мне это все нравится, и поэтому она говорила: ну, подойди, Айна, расскажи мне, вот о чем они говорят. И я садилась, и там и в мире животных, и все, что надо, и особенно сериалы. Вот я ее переводила. Это получается с русского на якутский? Да, с русского на якутский. Ну, может быть, она и понимала, но она была вот не умела читать, и русский для нее был как иностранный. Но вот, и я, ну, какая-то из меня, конечно, авантюристка, но тем не менее я потом поняла, что мне это очень нравится. Быть как артисткой, да? А учитель на уроке, он как артист. Он как артист. Ты не должна себя допускать какой-то фальшивой улыбки, фальшивого заигрывания, да? Вот это фанатично тоже не надо играть учителя. Дети это тонко чувствуют. Они сразу сканируют вот эту стереотипную учительницу в этом, всегда мерзнущую в этом платке, да, в очках тоже. И иногда я очень люблю, они самоиронию любят, я постоянно смеюсь над собой, они вот это тоже очень замечают. Но это, наверное, простодушно, то, что именно когда человек умеет над собой смеяться. А все учителя, они какие-то, у них предметный эгоизм. Вот они считают, что их предмет — это номер один, и больше нет ничего на свете. Да? Ну, я как-то стараюсь сглаживать эти углы, я понимаю, что им всю жизнь будет. Наш мир не черное-белое, оно же разноцветное, там разные цвета, и все, что им в жизни, мы не знаем, что будет завтра, и поэтому я их готовлю, и также стараюсь в литературу. Я не фанатично, не буду у костра сидеть с гитарой, там, с ночевой что-то там, люблю вас, ребята, сердце вам отдам, но они это чувствуют, что все-таки я могу их поддержать. И когда горе какое-то или что, я тоже очень чувствую. И вот этот класс, который я довела, училась с 5 класса. Каждая учительская жизнь — это 7 лет. С 5 принимаешь разношерстный класс и выпускаешь в 11. Это 7 лет. Вот этот отрезок времени живешь вот эту коротенькую жизнь со всеми взлетами, падениями, с родителями. Там очень много А разных. динамика как меняется? Допустим, поступают дети с одним уровнем, да, и каждый раз меняются. Да. Да? Допустим, первый ребенок проявляется, потом Конечно, другой ребенок да. проявляется. Понимаете, вот просто получается, что после начальной школы приходят все отличники. Отличники, и родители уверены, что это отличники. И вот в 5 начинается синдром вот двоечника. И они в этом... Но сейчас почему-то родители... Ну, есть же такой оскорбительный даже ярлык: «Я же мама» или «Я же папа». Вот они чувствуют и говорят, они требуют оценки. Они требуют оценки, а не качества. Как в наши годы. Вот в наши годы у нас требовали качества. Да? Знаешь. А сейчас, если оценка плохая, то учитель виноват. Вот, и они начинают выискивать, ставьте хорошую оценку и прочее. На самом деле же там надо смотреть на качество, знает он или нет. Я могу поставить даже 6, но если этот, да, если... Но и самолюбие тоже мешает родителям. Вот. А когда в 5 классе все равно адаптация идет в большой школе, все равно есть какие-то, да, действительно, ребенок начинает там и разные, и учителей много, и разные предметы. И после начальной школы, после первой учительницы столько разных лиц, персонажей, да.
потом еще класс какой-то новый. Вот это все, конечно, адаптация. И, собственно, ну, а если говорить про учебу, то юноши, они как-то очень поздно созревают, но они могут где-то войти очень хорошо преуспеть, в спорте преуспеть, или же, допустим, в каких-то других конференциях, да, или в каком где-то своей нише ребенок должен преуспеть. Вот. Не обязательно, чтобы он был везде отличником. Этого не может быть. Одаренность там 1%. И он не везде, Михаил Васильевич Ломоносовы сидят у нас за партами. Вот, есть разные. Но там на самом деле все равно он может... Поэтому наша учителя как задача — дать шанс, не закрывать ему. То есть не говорить, что вот свет клином сошелся на уроке русского языка и литературы. Это тоже чувствуют, я им всегда об этом говорю. Поэтому, ну, они говорят, что вот хорошо читающие дети, они говорят, вот у нас, допустим, Бродский 8 классов и был преподавателем в Америке, и потом Нобелевский лауреат и прочее, да? Ну вот это из тех, что двоечники стали преуспевающими там. А сейчас стали очень много говорить про это. Да. Что без образования можно проявиться, и там заработать, здесь что-то написать. Но это тоже ведь демонизирует, да, образование на самом деле, что вот ты без диплома, ты никто на самом деле. Но хотя это же единичные случаи. При этом вот этот основатель Google или там еще кто-то там. Все образованные люди. Да, все образованные люди, и образование еще никому не мешает. Я иногда смотрю всякие вот передачи, где ломают копья, говорят, мне нужно, приводят всякие примеры жизненные. Вот там он не выпускник и прочее. Но тем не менее, это все-таки, по-моему, базовая часть. Возвращаясь в ваше детство, вы сказали, что росли в маленьком селе, далеко на севере, Эвенебетантайский улус, насколько мне известно. И кто тогда, ну вот история с бабушкой, прекрасная история, а кто вам открыл вот именно тот портал, окно в мир, прекрасный мир литературы? Что вам больше нравилось? Поэзия, проза? Ну вот наши советские дети, это было нормой читать. Да? Нормой читать. Мы за поем читали книги. Ну, впрочем, у нас, наверное, не было других развлечений. Других не было развлечений. Самый лучший подарок на день рождения — это книга и прочее. Так, на самом деле, конечно же, учителя. Первый учитель Лена Андреевна. Вот. Потом, значит, мне очень интересно было в те годы опыт в Якутии, когда приезжали учителя, ну, наверное, за высокой пенсией или как-то вот из материка, как мы их называли, вот они приезжали, и вот Лидия Иннокентьевна, она меня также приобщила. Я помню, до сих пор она мне есть за победу в каком-то конкурсе, она мне подарила словарь юному филологу. Вот я так вкусно этот словарь до сих пор читаю иллюстрациями. Ну, это вот всякие вот эти все мозаичные вот эти встречи, они потом складываются, и потом все-таки человек, и это все складывается в общую картину. У каждого человека, который нашел себя в этой жизни, у каждого профессионала есть свои учителя. Кто ваши учителя? Ну, учителя, прежде всего, это вот коллеги, наверное, да, потому что когда ты приходишь молодая, совсем ничего не знаешь, ты начинаешь приглядываться, начинаешь учить, то есть какие-то приемы, учишься на их опыте и вообще в поведении, да. Вот. Ну, и мне посчастливилось, потому что я работала с хорошими математиками. Ну, допустим, вот в физико-техническом лицее я работала там такими учителями, асами, как Любовь Ивановна Самсонова, Любовь Ивановна Ефремова, Екатерина Дмитриевна Широких, учитель химии, да, вот, и подсознательно стараешься быть как такими, как они, Александра Петровна, вот, Коркина Душевная и прочие. Ну и потом, вообще мне везло, оказывается, мне везло, потому что потом... Насильное окружение. Да, потому что когда среда воспитывает учителя, среда, и особенно вот эта среда и на филологическом факультете, и среда в Якутском городском лицее, Индеева Наталья Николаевна, Галина Михайловна Костина, вот они, с ними общаешься и все перенимаешь лучшее, хорошее, стараешься соответствовать им. Наверняка нас смотрят молодые специалисты, учителя, и что бы вы им посоветовали? Да, сильное окружение, присматриваться к учителям, да, к сильным учителям, которые также проявились. Что еще? Ну вот год педагога и наставника, да, и труда. Это все же как-то синонимичные понятия, так ведь?
Он же и педагог, он же труженик, он же и наставник. То есть это, получается, не обязательно учитель, это любой человек профессии. И я говорю молодым, во-первых, конечно, не ныть, не унывать. Да? Человек жизнелюбивый, человек веселый, особенно, он может перенять все то лучшее, что есть в любой среде. Если ты будешь там постоянно искать только что-то плохое, а плохого на жизни, к сожалению, тоже много, то замечать недостатки и прочее, это все тебя будет тянуть вот в это упадническое настроение. И в школе обычно выживают именно учителя, которые, ну не выживают, это просто так. А на самом деле учителя становятся лучшими, когда они, ну вот эта золотая середина есть. Да? Получается и в общении с детьми, и с родителями, и с коллегами. Конечно, за высокой зарплатой в школу не идут сейчас. Это где-то надо работать на «Газпроме» или где-то в Яндексе, наверное, да, или в Сбере. Вот. Высокой зарплаты нет в школе. Просто идут, наверное, те, которым... ну, Действительно любят свой предмет. Да. И просто иногда, вот почему дефицит кадров сейчас, дефицит. Очень хорошо, очень трудно найти хороших учителей. Но имеется не хороших в кавычках, а именно профессионалов, именно предметников, да. Почему? Ну, потому что, помните, сколько раз нивелировали вот эту профессию, что это неудачник, что это действительно человек, которому в безвыходной ситуации пошел в школу, вот он маленький диктатор на уроке, вот он там дрессирует детей и прочее. Ну, какой-то вот все-таки стереотип сложился, что это неудачник. А были какие романтические фильмы, помните, в наше время воспитывали, что это нечто ангелоподобное. Вот это «Доживем до понедельника», «Четвертая высота», это учитель. Ну, учитель всегда был авторитетным. Да. Да, человеком, к которому прислушиваются. Это в последнее время все размылось, да, с появлением соцсетей, наверное, и с появлением людей, которые находятся в поисках и случайно, да, заходят в эту профессию. Да, есть случайные. Но, как и в любой профессии, есть и случайные туристы, возможно, они где-то себя пробуют, но не подошло, нет, значит, они могут искать себя в другой, да, в другой какой-то сфере. А вообще, не знаю, но это, наверное, приходит с возрастом. Вот нам, например, вот 46, получается, скоро уже и пенсия, и прочее. Ну, как вот такой золотой возраст для учителей. Если говорить о статистике, то средний возраст учителя в Якутске — это 45 лет. 45 лет. То есть молодых не очень много. Есть очень много учителей, у которых стаж от 30 до 40 и прочее. Зрители, наверное, не простят, если я не спрошу про то, как вы подбираете ребят, которых готовите. Вы же сказали, что у вас есть даже группы, да, 90 баллов, там 100 баллов, Нет, но... 90 выше. Ну, мы просто работаем все как есть. Значит, если я беру класс, я присматриваюсь к детям, и чтение, все это проверяется, все это. Ну, там много есть стадий, да, индикаторов. Вот. А когда выпускном, я уже вижу личные амбиции. Сейчас дети очень Это амбициозные, да, амбициозные. И как-то стараюсь, но вижу тех, у кого основательные, качественные знания, и они всегда допускают. Ну, у меня вот, получается, проверку прошли 11 учащихся, и я их включила в группу 90+. А хотя мне было интересно, в прошлом году я их пересчитала, статистику, потому что мне взяла обида. Все репетиторы там пишут, там у меня там 1100 бальников, 1090+ и прочее. Ну, почему? Какие-то гиперболизации. Ну ладно, думаю, давай я сама на себе примере посчитаю. И оказалось, у меня вот с 2016 года 35 90+ и вот 2 100-бальника. Но с учетом этого получается 4 и 46. Вот. А так, когда я их включаю в группу, некоторые, они как-то сильно удивляются. Некоторые, как, да, это все они иногда, особенно городские дети, они все как это положенное принимают, потому что их очень хвалят, они всегда на виду, очень много медалистов, очень много олимпиадников. Они уже готовы, в принципе. Да, это вот такие сильные бойцы, олимпийцы, которые готовы вот к этим высотам. И, собственно, они уже вот действительно вот лидерские качества, наверное, в них. А со стороны к вам могут обратиться, чтобы вы взяли этого ребенка под крыло? И какие критерии предъявляете? Кстати, вот эта вся шумиха,
Она, может быть, даже сыграла такую службу, что все стали писать, просить репетиторства. Но я же не Мэри Поппинс, я не могу просто спуститься и вам вжух, и у вас там нет. Этого не может быть. Просто я отказываюсь очень часто, потому что, во-первых, я себя без остатка 100% отдаю своей основной работе. Я не могу где-то тут немножечко тут поработаю, нет. Поэтому и когда у меня выпускной класс, я от всего отказалась и работала только с ними. Ну и еще там ты же не будешь делать своим детям соперников или конкурентов. Вот. Потом они пишут, звонят, какие-то баснословные суммы, но я говорю нет, пишите, как-то деликатно хочу, чтобы не обидеть, говорю, пока подумаю, осенью на самом деле я не беру. Я беру только очень-очень крайнем случае, если это мои очень близкие. Тогда, может, как рекомендация тем родителям, тем педагогам, ребятам, да, что важно учесть, чтобы сдать на высокие баллы? Ну, родителям прежде всего надо стать союзником учителю. Союзником, не винить его во всех проблемах, потому что вот эта поговорка «почитай учителя как родителя», она оправдывает. Вот я со своими родителями как дружу, общаюсь через много лет. Получилось, что я уже обучаю их младших братьев, сестер. В этом году я выпускаю. Получается, вот уже несколько поколений идут семьи. Да? Вот. Ну, им это такие сентиментальные чувства, сравниваю там со старшим братьем, но они разные все, конечно. А так я советую родителям прежде всего быть союзниками. Во-вторых, большая часть успеха ребенка — это родительский капитал. Но это ваш капитал. Это действительно ваш семейный капитал, когда вы, наверное, все-таки мы имеем люди свойство стареть. И, собственно, где-то так называемый условный стакан воды, да, в старости. Хотелось, чтобы он где-то действительно был в доме, где тебя любят и ждут. Поэтому любовь и не нагнетать обстановку, создать комфортные условия ребенку, да, контролировать. Вот. И, конечно же, поощрять на своем примере. Очень часто родители немного говорят, они, особенно нравоучения, дети наши вообще не приемлют. Началось бабушкино вот это РЕН-ТВ, говорят, когда я начинаю там. Но надо просто им на своем примере показывать вот как надо. Вот и все. Они же, дети, четко знают. А ребятам что порекомендуете? Нелегко в 10 классе, когда надо читать 4 тома романа войны, романа эпопеи, потом в 11 «Тихий дон». Вот. Но все равно читающие дети есть. Да, действительно. Сейчас очень модно стало читать. Я вижу это по книжному буму, по тому, как они заказывают, читают, дарят, кстати, хорошие книги. Вот. Я иногда смотрю, вот, когда они пишут сочинения, какой сериал им нравится, какая книга, я стараюсь тоже с их... Темы такие даете? Да. И смотрю эти сериалы, либо читаю эти книги. С их позиции посмотреть на мир. Оказывается, это все давно забытое старое. Вот это сентиментальное, это все дорамы, это бедная Лиза. Он ее любит, она его не любит, или он его не любит, и в конце это все история Золушки, вот это все, что мы уже пересказаны. Да, это все вечные события, все вечные истории, которые у нас были. Вот. А читающий ребенок, он действительно очень редко вижу, они всегда в наушниках. Да, особенно вот эти беспроводных наушниках, может, аудио, действительно книгу. Но как их компенсировать? Я иногда говорю, вот в фильмах или каких-то любимых вот этих, есть строчки из этих песен Пушкина, и они это в диковинку, это действительно как-то провоцируется, и то, что да, это возможно. Вот как-то их удивить. На самом деле читать, но это еще и читали, возможно, и не все давние. Я помню, вы рекомендовали заучивать. Да. Если даже идет вот такой выбор, да, что не все читает, то хотя бы закрепить в памяти какие-то сильные фразы. Микроцитаты. Да, микроцитаты. Часто я действительно там... Но мы иногда действительно, я когда шучу, я говорю, давайте вот пацанские цитаты сделаем и прочее, да. Но это им нравится.
нравится детям, но разный уровень. Там либо интеллектуалам, конечно же, это так не пойдет. Ну, у каждого свой уровень, у каждого свои приемы работы. И когда читательский дневник, вот этот очень важен, да, делать. И когда я каждое лето отправляла вот эти списки чтения, то есть где-то важно, где-то основная часть базовая, где-то что-то не важно, а тема — это кто хочет просто читать такие модные книжки. Читать же — это все-таки свой особый мир, да? Это такой художественный вымысел, где мы становимся сами мушкетерами, можем стать барышнями. То есть это такой мир для нас, наверное, мы где можем проживать сотни, тысячи разных жизней. Так ведь? Вот то, что нам не дано, то, что нас не ограничивает, я там и фея, я там и волшебница, я там и снежная королева, разные роли попробовать. А в детстве какая книга больше всего впечатлила? Ой, это для меня, наверное, про мумий троллей стало открытием. Потому что такие были фразы, такие были предложения какие-то бесхитростные, а потом я как-то перечитываю, и что-то мне по-другому открывается. И потом такая неуклюжая семья, да, они же и некрасивы с точки зрения красоты, да, ведь? Но вот это какая-то семья настоящая и семейные отношения, вот это меня действительно поразило, наверное. Детям вы читаете книги своим? Ой, я дочке читала, ну а сыну нет, честно говорю, нет, не довелось, потому что была молода, наверное, вся была в работе, и опять некогда. Особенно жалко мне учительских детей, потому что они как бы сами по себе, наверное, укоряют, потому что вы воспитываете чужих детей, а своими не занимаетесь. Мне очень жалко поэтому учительских детей. Они как бы растут на подоконнике, как цветы сами по себе. Мы их поливаем там, что-то физическое делаем, а на самом деле как-то... Ну, а теперь со с дочкой это все исправила. У нас традиция, она очень любит читать первая книга сказок Чуковского. Особенно, оказывается, поэзия развивает их моторику. Вот это все муха-муха сокотуха, вот это ямб веселый, вот это все и дикция, и координация, и ритм, и слух, вот это все. И мы заучивали наизусть, это и очень помогло. Мгм. Ну, не зря же говорят, да, через поэзию можно не только понять мир, да, но и выучить любой язык. Да, да. Ну, очень красивый язык французский в переводе. Вот почему наши и Лермонтов, все поэты, они были переводчиками. Да? Сама искусство, музыка, вот это вот. Я всегда спрашиваю детей, стихи для чего написаны? Они говорят, для ушей. Потому что стихи — это музыка. Она музыка, она откладывается, она тебя лечит, она тебя чему-то учит. И когда мы разбираем те же очень сложные ямбы, хореи и прочее, я их вот именно с этих позиций, что это музыка, настоящая классическая музыка. Как распознать талант и способности в ребенке? Я иногда вижу, да, что очень много становится родителей и учителей эмоционально незрелых. Да? Вот они свои амбиции какие-то, вот, то, что им не довелось воплотить, они это не хотят видеть в ребенке. Но не получился из меня архитектор, вот это будет компенсируется моим ребенком. На самом же деле не так. Это получается, у него своя жизнь, своя планета. И когда мы говорим о том, что вот родительские амбиции, да, помогает, не помогает, даже очень мешает. Когда я вижу, что ребенок на уроке рисует, и рисует, в принципе, хорошо, я советую ему, говорю, вот надо тебе художественную школу. Или родителям это говорю, а они это принимают некоторые в штыки, говорят, что это как замечание или что-то, но я же вижу. Или очень хорошо он в музыке разбирается. Или я вижу, что очень хорошо у него получается что-то другое. Вот именно, возможно, за партой сидят у нас, ну не знаю, там и Гагарин сидит, да, будущий, и там Ломоносов, ну он это все-таки универсальный человек, и химик, и физик, и прочее. Может, там сидит и музыкант, Моцарт, ну или что. Поэтому учительская власть, она всесильна, действительно. И не загубить, да, Вовремя рассказать. Вовремя как-то подсказать, не мешать. В этом, наверное, и мастерство учителя. Мастерство. Но это как музыка, ненавязчиво дирижер. Ты же дирижируешь, урок должен быть как музыкой. Своей композиции. Кульминация всегда у меня на уроке.
и потом открытый финал, либо такой мощный, как в трагедии, да, с кучей трупов. Шучу. Нет, там трупов нет, но и либо комедия. Закончится таким хэппи-эндом, счастливым финалом. Каждый урок вот это вот такое совершенство. А сценарный план урока прописываете заранее? У меня есть, я знаю четко, что я буду говорить, но импровизирую очень часто. Очень часто, потому что я, когда молодая была, ездила очень часто, училась у других. В Московской области была несколько раз, в Татарстане, в Казани. Я любила ходить на уроки. И вот когда смотришь чужие уроки, ты уже видишь, что где плохо, что где высвечивается, а вот что это можно. И вот когда я учусь, смотрю вот очень много часто. Вот эти мои гастроли интеллектуальные, вот это бродяжничество, да, мне это очень помогло сейчас. И когда я прихожу, там уже заготовка, я вижу настроение в классе совершенно другое. Тогда я переигрываю полностью абсолютно все, но при этом материал остается. Я вижу, ну, они после физкультуры пришли, последним уроком уставшие, там не знаю что, и совсем по-другому строится сценарий. Все идет от ребенка. Только интеллектуальные способности или вот, как вы говорили, амбиции тоже могут сыграть, Конечно. если он не блестящий, допустим, и в литературе, и в русском языке, но очень хочет получить этот балл. Это реально? Это реально, потому что я иногда всем детям иногда говорю, я вижу, да, что враг обычно он бывает он сам себе. Враг ребенок сам себе. Просто он не придает этому значения, или же он где-то любит чуть-чуть там отдохнуть, чуть-чуть. Но это в каждом, обломов в каждом же из нас. Поваляться, Это вот точно. эта диванная, халатная жизнь, она так соблазняет. Но я всегда им говорю, вы сами себе враги. И тогда каждым годом они совершенно разные. Они взрослеют очень быстро. Иногда они учат меня. Я совершенно по-другому на себя смотрю. Прошлый 8 и 9 класс — это совершенно две разные вещи. И когда мы говорим о том, что вот не обязательно он там отличник, он знает, он полиглот, он знает там олимпиадник и прочее. Бывают, конечно, такие уникальные дети, но ребенок, который очень добрый, он такой отзывчивый, мягкий, душа компании. Бывают и такие дети. Но просто доброта украшает этот класс. Вот так. Интересно. Есть ли у вас свой вот этот спортивный интерес тоже, да, чтобы... Так, Азартный. азарт, да. Да, я человек азартный, но в казино не играю. Ставки на учеников. Бывает. Я действительно, ну и говорю же, вот я знала, что все равно кто-то из них 100 баллов, потому что на протяжении года они показывали, они подтверждали. Я была к этому готова. Но азарт, он когда, человек же, он все равно очень верит в чудо. Он же все равно наивный человек верит в чудо, что вот прозреет, там что-то случится. Но чудо, наверное, это когда ребенок, который не учился совсем, там у него сложности, проблемы в семье, очень много пропусков, да, и думаешь, все уже не напишет, а он тебе написал 52. Это такая, это же чудо. Все, путевка в жизнь, судьба, аттестат получит. Это же хорошо. И это приравнивается у многих к 100 баллам, действительно. То, что двоечник напишет хороший результат. Были такие случаи? Были, очень много было, да. И низкие баллы, все равно они не портят статистику, средний балл. Все равно я очень рада этому. То, что мой предмет не погубил чью-то жизнь. То есть не имеется в виду, не погубил, это значит, цепочка же там понятная. Получить высокий балл — это одно дело, отучиться, пройти вот этот путь уже другой этап жизни. Да. Не первая история, да, то, что вот сейчас ваши 2 ученика получили 100 баллов. Раньше тоже, как вы говорили, да, тоже 2 учеников также отличились и стали лучшими. И сейчас они окончили университет, Да. уже работают. Работают, трудоустроились, да. Но каждый раз встречи, эти такие расставания, они хороши тем, что бывают встречи. Вот в встречах точно они отчитываются. Не отчитываются, но они делятся своими. И я очень рада, что они, если не себя
не нашли в большой работе, там в каком-то престижном предприятии или что-то, какой-то организации престижной, богатой, то хотя бы они нашли себя в семье. У них там дети, жена, счастливый отец, муж. Да? Приводите детей, я им говорю. Вот. А если говорить, бывают разные случаи. Вот действительно, 98, все 3 экзамена 98. Уверенно поступил в один из лучших вузов, да? МФТИ, там МГУ, но при этом через полгода все бросил и вернулся. Бывают и такие случаи. А что важно, чтобы ребенок закрепился там? Это зависит от учителя или исключительно от ребенка только зависит? Ну, там 50% от семьи. От семьи, ребенка самого. Он же взрослеет, он и меняется. Он не статичное вот это существо, которое мы выпустили. Я всегда говорю своим выпускникам: у вас впереди все лучшее, юность. Не забывайте. Чем юность хороша? Мы ищем себя. Ищем себя. И вот этот поиск себя, почему-то великие произведения, они именно написаны про поиск себя, да? Как они себя ищут, вот эти все лишние люди, маленькие, все вот это все. Я говорю, никогда не унывайте, все равно вы где-то себя найдете. В предварительной беседе очень хорошо сказали про то, что стремление к 100 баллам ваших учеников — это уже большой такой путь, прорыв, да, и это закалит их на всю последующую жизнь. Да, это бойцы. Ну, олимпийцы, они, каждый ребенок. И причем вот, например, Нарьяна, она не любила писать сочинения. Но потом, когда мы стали, там вторая часть по русскому языку — это написание сочинения, да, и она мне потом признавалась: а как, оказывается, хорошо писать сочинения. Я так пристрастилась, приохотилась, что сейчас с удовольствием пишу, а если это художественный текст, и мне чем труднее это, тем лучше мне пишется. Вот она как-то так мне объяснила, я так удивилась. Оказывается, вот это вкус просыпается, и вот этот вкус к учебе, вкус к трудным интеллектуальным текстам. Это очень-очень интересный процесс. Больше кнут или пряник? Я даже не знаю. Но у меня всегда смех — великое оружие. Я стараюсь в любую катастрофическую ситуацию как-то это, чтобы все засмеялись, разрядить обстановку. Вот юмор — великая вещь. Здорово. Да. Спасибо большое, Айна Михайловна, за интервью. Желаю идти также с юмором по жизни и стать тем человеком, вдохновляющим на поиск себя для ваших учеников, для молодых специалистов. Ну и также продолжали получать удовольствие от своей любимой работы. Спасибо. Как хорошо, что вы пригласили рядового учителя. Да? Вот это очень интересно и интересный проект. Спасибо вам. Спасибо.